В эфире еженедельная программа «Новости IT». Здравствуйте! Facebook запускает облегченную версию Инстаграма. Она предназначена для использования при слабом интернет-соединении. Instagram Lite будет доступна более чем в 170 странах мира. Для загрузки на Android требуется всего 2 мегабайта, тогда как полная версия требует 30 мегабайт. И ресурсов устройства съедает значительно больше. При этом компания заявляет, что сохранила ключевые функции, включая возможность проигрывать видео и отправлять сообщения. Интересное исследование затеяли специалисты НАСА. Озеро на юго-западе Турции может хранить ответ на извечный вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Этот серо-коричневый безжизненный пейзаж можно принять за деталь ландшафта Марса или какой-нибудь другой планеты Солнечной системы. По крайней мере, на фото и видео, добытых человечеством в других мирах, нечто очень похожее. На самом же деле это озеро Салда в Турции. Водоем, находящийся неподалеку от Анталии и прозванный турецкими Мальдивами за свой лазурный цвет и белые берега, сейчас в центре внимания НАСА. Ведь именно это место может ответить на вопрос, была ли жизнь на Марсе, и если была, то какой. Дело в том, что аппарат Perseverance, удачно севший на поверхность Красной планеты, сейчас находится в кратере Йезера, и у ученых есть все основания полагать, что миллионы лет назад он был покрыт водой и выглядел точно так же, как Салда. Турецкое озеро станет очень весомым аналогом. Все образцы, которые мы получим на Марсе, все данные оттуда мы будем сразу же сравнивать с теми, что есть у нас под рукой, в Салде. Нас интересует не только общее, но и различия между ними. И то, и другое крайне важно. Кратер Йезера и озеро Салда роднят вот эти пористые камни. Ученые считают, что они результат не только выветривания, но и воздействия микробов. Именно из-за них поверхность валунов похожа на губку. Аналогичное образование Perseverance обнаружил и на Марсе, и не исключено, что в углублениях находятся остатки древних организмов. Так ли это или нет, станет известно в 2031 году, когда на Землю вернутся образцы грунта, собранные марсоходом. А в ближайшие 10 лет НАСА займется сравнением данных, полученных Perseverance и переданных удаленно. Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции. Она будет представлять из себя комплекс экспериментально-исследовательских средств для проведения научно-исследовательских работ. Они включают исследование использования Луны, лунные наблюдения, эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне. Роскомнадзор обяжет соцсети считать посетителей. Площадки должны установить счетчики, так ведомство сможет определять, какие ресурсы подпадают под действие закона, обязывающего их самостоятельно мониторить и блокировать запрещенный контент. Напомню, что теперь соцсети должны блокировать и удалять посты с пропагандой суицида и наркотиков, экстремизма и терроризма, детской порнографии, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, а также оскорбительные материалы с нецензурной лексикой. Все это действует в отношении ресурсов с ежедневной посещаемостью от 500 тысяч человек. Этот закон привел и к замедлению Твиттера, а недавно Роскомнадзор и вовсе заявил о его возможной блокировке. Зарубежная компания не хочет выполнять требования об удалении запрещенного контента. Поводом стало распространение через сеть информации суицидального, наркотического и порнографического характера. По крайней мере, так заявляют в ведомстве. Возможно, наши коллеги из ТАСС нашли ответ, куда уходят видеокарты с полок российских магазинов. Сибирь стала главной житницей криптовалют. Крупнейший на постсоветском пространстве дата-центр уже работает в Братске, а еще один начали строить в Бурятии. В день этот цех в Братске вырабатывает миллионы рублей. Хотя на языке профессионалов это называется майнит. Добро пожаловать на криптоферму BitRiver, самую крупную в России. Предприятие расположено на берегу Ангары. Отсюда и упоминание реки в названии. Здесь производят биткоины и другие виртуальные валюты люди со всего света. Абсолютно крупнее нас здесь нету. У нас заключены договора порядка с 80 клиентами. Это абсолютно все
страны, регионы абсолютно всего земного шара. Для майнинга криптовалют необходимы мощные компьютеры, ведь они занимаются шифрованием сложного кода, он же блокчейн. А мощные компьютеры нуждаются в большом количестве электричества и охлаждении. Именно поэтому крупнейшие в мире фермы находятся в северных регионах – в Сибири, Канаде, Исландии, Горном Китае. У Bitriver есть еще одно преимущество – дешевая электроэнергия от близлежащей ГЭС. Хорошее подспорье, если учесть, что курс биткоина на днях установил очередной рекорд, пробив показатель в 4 миллиона рублей за единицу. Среднегодовая температура здесь в данном регионе +5, что очень важно для работы майнингового оборудования, так как оно в процессе работы нагревается порядка от 60 до 80 градусов, то есть необходимо охлаждение. Климат здесь для этого подходит. Здесь порядка 8 месяцев, здесь зима. Из-за таких благоприятных условий на Россию сейчас приходится порядка 7% мирового майнинга криптовалют. И это без учета черного и серого рынка. Такой оценкой поделился с Рейтер генеральный директор Bitriver. На эту компанию приходится от трети до четверти всей добычи. И в ближайшее время этот показатель должен увеличиться. Ведь в планах постройка еще одного дата-центра в Бурятии. Туда уже отправили 14 фур с оборудованием. Свою прибыль майнеры не афишируют, но напоминают, что биткоин подорожал в 3 раза с прошлого ноября. В Хангалатском районе прошел отборочный этап республиканского конкурса для школьников и студентов «Моя профессия IT». Его организуют для привлечения молодежи в сферу инновационных технологий и помощь в выборе будущей профессии. Сначала для участников провели образовательные семинары, профориентационные лекции и тестирование. На официальном открытии свои видеоприветствия участникам направили министр инноваций Анатолий Семенов и основатель приложения InDriver Арсен Томский. Затем команды получили технические задания от приглашенных экспертов, на основе которых они должны разработать IT-проекты и защитить их перед экспертной комиссией. И сейчас как раз-таки наши эксперты-заказчики дают свои технические задания по нашим направлениям. Направления у нас 2 – комфортная среда и туризм. И туризм делится еще на 2 кейса. Таким образом, 3 у нас задания. Команды вправе выбирать любой из них. Надеюсь, распределение по направлениям выбранным будет равномерное. И все 16 команд сегодня-завтра делают свои проекты, проходят промежуточные итоги, проходят экспертизу, консультацию. И завтра уже после обеда мы ждем максимально готовые проекты для защиты перед судейской коллегией. В СВФУ Международный центр обеспечил международный прорыв. С подробностями Екатерина Винокурова. Одно из важнейших открытий Северо-Восточного федерального университета в продвижении IT – Международный центр Future Skills создает возможности для профессиональной ориентации, ускоренного обучения новым профессиям и компетенциям, соответствующим стандартам отрасли. Сегодня центр состоит из IT-кластера, инжинирингового кластера и проектного офиса. В планах открыть еще 2 – мануфактурный и креативный. Мы не создаем, например, узкоспециализированных инженеров, мы также им, например, добавляем различного рода IT-специальности, IT-направления, то есть чтобы они были гибкими специалистами, именно создавали таких специалистов, которые могли бы работать в любой сфере. Мы первые, например, по России из образовательных учреждений лидируем в области образовательных технологий. Также у нас в прошлом году 2-е место занял в мире наш участник именно WorldSkills по BIM-технологиям. Сегодня центр работает над десятком инженерно-технологических проектов. Один из таких – экипировка для работ на холоде. Она же прототип космического костюма, который идеально соответствует климатическим условиям Якутии. Этот костюм предназначен для работы в холодных условиях. Сканирование местности обеспечивает нашлемная камера и камера на планшете. Также рабочий, вместо того, чтобы у него будут заняты руки, например, при обычной съемке, так у него руки свободны, он может, например, смотреть уже в режиме онлайн на планшете то, что он отснял, делать какие-то поправки, изменения. Шлем позволяет работать в холодных условиях благодаря специальному нагревателю на аккумуляторной основе. И самое главное, здесь будет находиться фильтрационная установка. То есть в условиях, например, загрязнения, скажем, частичками пыли или небольших токсических загрязнений, например, этот шлем
нагнетая чистый воздух внутрь шлема. Он благодаря этому не запотевает ни в холоде, ни в жару и обеспечивает именно удобство переноски работы рабочего, например, или инженера на стройке, на объекте с незанятыми руками. Сейчас мы можем, например, поговорить с Денисовым Артемом. Он тоже является ведущим инженером IT-кластера. Он вам расскажет именно, как создаются 3D-модели. Перед нами получается пресс-форма для изготовления пыльника для шуруса. Любители автомашин вообще покупаться в них знают его под таким народным названием, как граната. Но на пыльник для гранаты. И я сейчас пока занимаюсь разработкой пресс-формы. Если присмотреться, то эта пресс-форма сама в общем сборе и как она вообще выглядит. Во время пандемии Центр Future Skills обеспечивал средствами индивидуальной защиты на безвозмездной основе не только медиков, но и экипажи скорой помощи, лаборатории эпидемиологии МВД, вахты, а также технические службы. Инженерами была создана сеть производства СИС. Когда была острая нехватка именно индивидуальных средств защиты, мы создали сразу, как смогли, на нашем оборудовании, на наших производственных мощностях 1500 визоров. Мануфактурный кластер, который мы планируем именно открыть у нас в Северо-Восточном федеральном университете, он бы решил, например, большинство вопросов именно по обеспечению не только СИЗов во время пандемии, но и, например, рециркуляторов, рекуператоров, например, очищенного воздуха. С появлением Международного центра высоких технологий лидерства СВФУ в Дальневосточном федеральном округе и по миру в компетенциях будущего стало бесспорным. Команда Future Skills подготовила уникальные и конкурентоспособные решения для создания мощной инженерной школы на Дальнем Востоке. И на этом все. Повтор программы, как всегда, смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. До встречи через неделю и всего доброго.